Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Как всегда забываю. Ассалам алейкум. Приветствую всех. Сегодня 11 декабря 2020 года. С вами снова я на канале Реалити Орци Аслан. И сегодня мы обсудим день начала открытой агрессии России против Чеченской Республики Ичкерия. 11 декабря 1994 года стал днем, когда Российская империя, на время перестав быть или сделав вид, что не является империей, притворившись демократией, начала новую агрессию по восстановлению былого величия и утерянных своих территорий. Российская империя, Советская империя, а затем уже и Российская так называемая Федерация 11 декабря 1994 года открыто, официально с трех сторон напала на независимое суверенное чеченское государство, которое Россия ранее фактически неоднократно признавала независимым суверенным государством. И в первую очередь это было, не говоря о юридической стороне вопроса, если брать фактическую сторону только, это был вывод в 1992 году советских, российских оккупационных войск с территории независимой Чеченской Республики. Ну, обо всем по порядку. Я вас всех приветствую, всем ва алейкум ассалам, всех витаю, всех приветствую. Так, господа, ассалам алейкум, всех приветствую. Сегодня я хотел бы рассказать, как я уже сказал, о начале русско-чеченской войны. Сегодня же я натолкнулся на видео, которое я вам сегодня тоже покажу, созданное, сляпанное на коленке, видимо, Новой газетой. Как мы знаем, совладельцами Новой газеты является большой мирового масштаба демократ, так называемый Горбачев, и генерал ФСБ, генерал КГБ, ФСБ Лебедев. Между прочим, совладельцу Новой газеты, сыну совладельца Новой газеты Лебедеву, английская королева недавно присвоила пожизненный статус, или как это у них там обозначается для нас, людей, у которых никогда не было никаких сословий и всегда бывшими вольными и свободными людьми. Для нас трудно понять их разные там иерархические составляющие, но пэром назначили какого-то сына генерала КГБ, который также является совладельцем английской газеты Independent, по-моему. Что можно сказать по этому поводу? Если же сегодняшнюю дату, 26 лет с начала русско-чеченской войны, Новая газета выпускает такой плакат, агитку для молодежи. Об этом рассказывает молодой парень, 22 лет, как он говорит. То можно понимать, что ничего в русском, в либеральном сегменте русского общества ничего не изменилось. Итак, давайте начнем с моментов, которые нам всем известны и которые стоит напомнить еще раз. Так, одну минутку. Как известно, независимость, суверенность Чечено-Ингушской республики без автономной социалистической советской АСС, Чеченская республика была объявлена в 90-м году еще Докой Завгаевым,
русским ставленником, советским ставленником, который был на тот период времени руководителем сперва Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, а затем Чечено-Ингушской Республики. Чечено-Ингушская Республика не принимала участие в выборах президента Российской Федерации. Чеченская Республика Ичкерия не принимала в выборах принятия Конституции Российской Федерации нынешней, ну, которая сейчас уже у них новая. У нас та же самая, да, которая была принята в 92 году. Наша Конституция была принята в 92 году. Некоторые рассказывают, пропагандисты российские рассказывают, что был какой-то мятежный генерал Джохар Дудаев, который вот захотел отделиться от России, и вот из-за этого получилась вот такая ситуация. Это приблизительно, если это сравнить с той ситуацией, если бы сегодня ставленник России, Кадыров, объявил бы независимость и сказал бы, что вот я собираюсь жить независимо. Но это все абсолютно не так. Чеченская республика стала независимой до развала Советского Союза, получила права союзной республики. Непонятно почему до тех, хотя понятно, нам ясно почему лично, да, но почему-то этот момент тоже пропускается. Чеченская республика была, Чечено-Ингушская республика была автономной. То есть имела меньше прав, чем союзная республика, чем государство. Да, она входила в РСФСР, в Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. То есть была лишена своих законных прав. В 1994 году уже, в 1992 году была принята наша Конституция, в 1993 году, в декабре, 12 марта 1992 года была принята Конституция Чеченской Республики. В 1993 году, в декабре, то есть через 1,5 года после принятия нашей Конституции, после всего бардака, расстрела парламента, там, захвата власти и так далее, в 1993 году Россия приняла свою новую Конституцию. В Конституции Российской Федерации указано, что это Союз Объединенных Республик, который подписан там добровольный союз республик, входящих в Российскую Федерацию. Чеченская республика Ичкерия не подписывала с Россией никаких договоров, то есть ни о каком добровольном вхождении нет, что, соответственно, противоречит Конституции даже Российской Федерации. И в 1993 году, когда Россия приняла свою Конституцию, незаконно, не спросив ни российский народ, да, хотя его спрашивать, может быть, и не нужно было, не спросив чеченский народ, граждан Чеченской Республики Ичкерия, всех национальностей, незаконно включила в состав своей империи. Снова. Сперва это произошло на бумаге, а затем уже под видом восстановления того, что написано незаконно на их бумаге, которую они сейчас снова поменяли, они вторглись на нашу территорию. Один такой известный факт в истории есть, когда Саддамовский Ирак незаконно включил в состав Ирака независимое суверенное государство Кувейт как одну из своих провинций. Чем это закончилось, мы все хорошо знаем. Но вернемся к началу первой, в новейшей истории, ее называют первой российско-чеченской войной, в новейшей истории. Хотя этих войн было очень много, новейшая она первая. Также ее можно называть античеченской войной, агрессией против Чеченской Республики Ичкерия. Национально-освободительное движение зародилось в Чеченской Республике намного раньше, чем в 1994 году. Но вот война в новейшей истории произошла, открытая война, произошла 11 декабря 1994 года. Россия вторглась. С этого дня считается, этот день считается днем начала национально-освободительной войны против русских интервентов Чеченской Республики Ичкерия.
До этого, надо сказать, опять же, более 20 боевых столкновений происходило на территории Чеченской Республики. Под видом оппозиции предателей из числа чеченского народа и агентура КГБ и ГРУ действовала в угоду иностранного государства, в данном случае Российской Федерации, и вела подрывную деятельность против государственности, государственных институтов и власти Чеченской Республики Ичкерия. 26 ноября, буквально за 2 недели до начала открытого вторжения, был так называемый вход оппозиции. Это тех предателей, о которых я только что сказал, которые при участии российских военнослужащих, российских наемников, которые управляли танками, другой тяжелой военной техникой, попытались свергнуть законную власть, законно избранную власть всенародным голосованием Чеченской Республики, президента Джохара Дудаева, парламент и так далее. Российская Федерация неоднократно вела подрывную деятельность, всячески проводила спецмероприятия по дискредитации, как по запугиванию, дискредитации как внутри Чеченской Республики, так и за пределами нашей страны, в России имеется в виду, и во всем мире в том числе. Более того, Россия проводила не только грубые такие военные или спецмероприятия, использовалась дипломатия, использовался подкуп, шантаж, ну и так далее. У зачинщиков войны, да, в целом мы это называем Россией, русский народ, в который мы включаем этот русский народ, и другие национальности, которые воевали на стороне российских оккупантов. Есть имена у зачинщиков этой войны, есть фамилии, имена. Некоторые люди из этого списка уже мертвы, умерли, может быть, кто-то своей смертью, может, кому-то помогли, но чеченское правосудие до них не добралось. Ну, будем надеяться, что до оставшихся живых оно доберется, а до тех, кого не добралась чеченская юстиция, обязательно доберется Божий суд, от которого никто, к большому счастью нашему, не уйдет от ответственности. И человек, который непосредственно стоял на самом впереди этой борьбы, Джохар Мусаевич Дудаев, первый президент Чеченской Республики Ичкерия, легендарный сын чеченского народа, называл и сам называл эти имена. И я бы хотел вам сейчас продемонстрировать, как он обозначает врагов и зачинщиков этой войны. Дудаев называет имена зачинщиков Чеченской войны. Военного решения. Так, одну минутку, сделаю вам чуть громче. С Дудаевым можно все вопросы решить с полным интересом и пониманием на политическом поле и с правительством Чеченской Республики. Я знаю, что он встречался один на один с Ельциным, убеждал. Но пошли политические авантюристы убеждать Ельцина с другой стороны. Егоров, Степашин, главные идеологи Шахрай, Ерин, Сосковец и прочий Лобов, так называемый Совет Опасности. Конечно, их больше, и они убедили Ельцина в другом. Ельцин неоднократно на весь мир заявляет: я отдал приказ как верховный главнокомандующий прекратить бомбардировки и так далее. И именно после его приказа дальняя авиация самыми мощными обычными средствами поражения начинает ковровые бомбометания
сносить живые кварталы, жилые кварталы и все живое на всей территории. Один раз, второй раз. Черномырдин принимает решение, с нашей делегацией договаривается, обговаривает условия, начало переговоров. Военные отказываются ехать, выполнять его распоряжение. Наверное, на нашем поколении мы помним, как выдумали миф о сицилийской мафии. Сицилийская мафия, сицилийская, и все списывалось на сицилийскую мафию. Все зло. Он наел оскомину, на Западе быстро отказались. До нас она еще, до советского человека, не очень-то прижилась, поскольку были изолированы от мира. Тут же быстро состряпали еврейский сионизм. И вот на этом мифе делалось все зло над человечеством. И были всегда мальчики для питья, бей евреев. Во всем виноваты евреи. Еврейский сионизм. Списывалось на него. Он тоже наел оскомину. Его бы и продолжать были желающие, но евреи окрепли. С ними шутки уже плохо были. Большой капитал в руках, средства массовой информации. Веками вот этот вот несправедливый, насильственный механизм уничтожения народа, целого, нации, выработал в них стоическую, значит, иммунитет, который всегда имел возможность противостоять. Теперь надо было выдумать новый миф, поскольку евреи бьют очень больно, и могут бить, и есть в руках чем бить. Надо было выдумать чеченскую мафию. Ее начали стряпать лихорадочно на замену еврейскому сионизму, начиналась сначала перестройки. С 1986 года уже пошла пропаганда. В 1987 уже первые массовые публикации в средствах массовой информации. Чеченская мафия, чеченский рекет, вот беды всех советских людей и всего мира. А газета «Гласность» откровенно в 1989 году уже свою программу партийная газета выдала, что дальше вот эта чеченская мафия будет основным критерием, значит, по которому будут мериться все зло, на которого списывать будут все негативное, что бы задумали в канцеляриях империи. После чеченской мафии, которая, конечно же, не полностью не ушло в небытие, изменили немножко и переделали это в чеченский терроризм, появились украинские фашисты, украинские нацисты. И сегодня уже мы видим несколько лет, уже с начала русско-украинской войны, мы видим со всех экранов российского телевидения льется информация про украинских фашистов, бандеровцев и так далее. И все это будет продолжаться ровно до тех пор, пока фашистское образование под названием Российская Федерация будет существовать дальше. Так, давайте я вам покажу начало новостных сюжетов того периода времени, как российские средства массовой информации рассказывали, конечно же, со своими комментариями. Здесь очень интересно наблюдать, как некоторые журналисты, пытаясь быть объективными, да, вроде бы они как бы получается только сейчас за свободу слова, профессия журналиста это очень высоконравственная по идее, очень такая очень высокоморальная профессия. Но советским людям очень трудно оставаться в рамках морали и нравственности, поэтому они иногда позволяли себе чеченцев называть чеченами и так далее, несмотря на то, что это какой-то там НТВ, там такой более объективный канал и так далее. Давайте посмотрим немножко новости того периода времени. Введены войска. Сегодня рано утром 3 вооруженные колонны Министерства обороны и внутренних войск МВД России вошли на территорию Чечни из Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана. Пресс-служба правительства России заявила, что акция осуществляется на основании указа президента по... Я извиняюсь, это РТР, а не разоружению незаконных вооруженных формирований и восстановлению конституционного порядка. По данным информационных агентств, в составе колонн танки, бронетехника, самоходные орудия.
Колонны сопровождают вертолеты. По информации, которой мы располагаем к этому часу, российские войска, вошедшие со стороны города Моздок, достигли населения Толстой-Юрт, примерно в 13 километрах от Грозного. В чеченской столице обстановка очень тревожная, передает российское информационное агентство. На центральной площади продолжается многолюдный митинг. Как сообщает корреспондент France Press, около 300 вооруженных чеченских добровольцев заняли позиции вокруг здания департамента. Если вы заметили, нас еще пока называют добровольцами. Безопасности Потом Чечни. Эти люди спустились с гор, окружающих Грозный, где уже несколько недель идет активная подготовка к защите столицы. Население спешно покидает город, остающиеся оборудуют убежище в подвалах домов. Руководство Чечни заявляет, что готово защищаться. И только что ТАСС передал, на северной окраине Грозного появились боевые самолеты, слышны разрывы бомб. Высказывается предположение, что авиация расчищает дорогу одной из 3 колонн, подходящих к городу. Между тем, руководитель пресс-службы российского правительства Валентин Сергеев заявляет, что обстановка в районе Грозного и на маршрутах продвижения российских войск остается нормальной. Он подчеркнул, блокирование чеченских границ и подступов к Грозному необходимо для создания заслона наемникам и авантюристам, которые, сказал Сергеев, пытаются проникнуть в Чечню под видом спортивных команд, туристов, торговцев и родственников. Необходимо также не допустить... Люди возвращаются домой, им уже препятствуют ввоза оружия и наркотиков. Эти задачи решаются без единого выстрела, подчеркнул руководитель пресс-службы. Военнослужащие ведут переговоры с лицами, которые пытаются остановить движение колонн и разъясняют им смысл указа президента. Еще, подчеркнул Сергеев, российские войска везут в Чечню тысячи тонн продуктов, горючего и медикаментов. Это официальное сообщение, а вот по данным информационных агентств картина иная. Войска встречают сопротивление местных жителей, сообщает France Press. Еще не успев войти на территорию Чечни, 5 российских танков были подожжены. И Тартас передает, эшелон с бронетехникой и служащими МВД России, направлявшийся в сторону Грозного, блокирован в районе станции Орджоникидзевская. Впереди и позади состава пути были разобраны. Уже есть сообщения о жертвах. По данным Интерфакса, 2 ингуша убиты, 10 ранены при попытке остановить колонну. Это всем известный момент, эти кадры мы все прекрасно помним. Это очень сильно подняло наш дух. Мы понимали, что наши братья-ингуши с нами. Тогда погиб министр здравоохранения Ингушетии. И еще, как мы видим, 2 человека, говорят, погибло. И на какое-то время колонну удалось остановить. Весь мир тогда поддерживал чеченское национальное освободительное движение, и российские так называемые либералы, так называемые вот эти журналисты, они были вынуждены, подыгрывая конъюнктуре того времени, зная, что Запад, Соединенные Штаты Америки в первую очередь против этой войны, против этой интервенции, против нашей страны, в начале, по крайней мере, были, да, вот нашего этого долгого пути. И подыгрывали и говорили в какой-то степени правду. Российских войск. Оппозиционный Временный совет Чечни сообщает, что при прохождении российских войск через Надтеречный район ранено 11 местных жителей, 6 тяжело. В Ингушетии продолжают прибывать беженцы из Чеченской Республики. Правительство Российской Федерации распространило обращение гражданам Республики Ингушетия, в котором говорится: ситуация в Чечне, неотъемлемой частью нашего Отечества, достигла крайне опасной черты. В результате применения оружия незаконными формированиями пролилась кровь ни в чем не повинных людей. Правительство Российской Федерации, руководствуясь соображением ответственности за жителей Чечни, приняло решение обеспечить республике конституционную законность и правопорядок, оказать экстренную помощь в обеспечении населения всем необходимым, восстановить экономику. Ну, это, конечно, очень такая наглая, неприкрытая ложь. Защитить граждан Чеченской Республики от кого? Идут танки, весь народ выступает против этих танков, этой армады военной, и они идут кого-то защищать. Мы жили прекрасно, если бы вы к нам не вторглись. И далее обращаюсь к жителям Ингушетии. Вам обращается руководство Российской Федерации. Не препятствуйте вводу войск на территории Чеченской Республики, а не выполняйте свой конституционный долг. При всем при этом вы можете обратить внимание, речь идет только пока об Ингушетии. Если ингуши так возмущаются против введения войск в Чеченскую Республику,
то как возмущаются сами чеченцы, да, и на которых сейчас эта армада вся обрушится. Эти танки проходят только мимо, и министр здравоохранения Ингушетии, это не последний человек, как мы понимаем, выступают и говорят: что вы делаете, куда вы идете, это же война. И эта война, все прекрасно понимают, что это война там не недельная и не месячная. Это война на очень большой период времени, как Джохар Дудаев сказал, на 50 лет. По всей видимости, так это и растягивается. Но при всем при этом хватает у журналистов наглости повторять этот тезис Кремля, заявляя, что Чеченская республика, войска идут наводить конституционный порядок и взять под защиту граждан Чеченской республики Ичкерия. Стоит еще один очень важный момент здесь напомнить. Да? Конечно же, в какой-то степени русская армия рассчитывала, что как в том же Донецке и Луганске они туда придут, и люди выйдут на митинги, будут поддерживать всех интервентов, наказывать всех патриотов, там, тех, кто выступает за свое государство. И большому провалу российских спецслужб это не удалось. Хотя, с одной стороны, после проведенной большой пропаганды в отношении русскоязычного населения нашей страны, поддержка России в Чеченской республике была русскоязычными. Но после того, как Россия пошла войной, и мы дали достойный отпор оккупантам, и погибло большое количество мирных граждан, в том числе и русских, наших русских, то у наших русских не появилось даже желания выйти на какой-либо митинг и сказать, что это нормальные люди. Между прочим, у меня на канале есть свидетельства этих русских, которые заявляли, что им жилось нормально, пока вот вы не пришли и всех не разбомбили, дома не уничтожили, людей не убили и так далее. Поэтому в этом плане пропагандистский вот этот трюк не удался, и встречать освободителей уже было некому, потому что был устроен просто ад на земле. Новости больше не будем смотреть. Сейчас я перейду к вашим вопросам, потому что вы мне тоже подскажите, что я могу забыть и что бы вы хотели, чтобы я сейчас обсудил. А потом уже дальше перейдем к этой же теме, которая сегодня целиком полностью будет посвящена началу русско-чеченской войны. Так. Аду Давлетюк. Так, это вы между собой. Чеченский след, Рязанский Сахар. Ельцин в обращении сказал: к мирному населению насилие не применять, взять население под защиту. Интересно, это обязательная директива у русистов? Обычно мирное население защищают. Да-да. Так, США, Турция, Ичкерия, Канада, Украина крепостную Россию развали. Да, будем надеяться, Александр Ковальчук. Будем надеяться. Так, салам, Машал Массарга говорит, все хорошо. Машал Хейль. Есть группа нашего канала в Фейсбуке. Есть группа нашего канала в Фейсбуке. Да, у меня есть группа, у меня есть страница именно реалити Аслан Арцуев в Фейсбуке. Но я ее не активно почему-то веду, так как я очень активен на своей странице бываю, и вообще в Фейсбуке. Так, давайте тогда сразу пойдем, раз вы пока между собой общаетесь, пойдем к следующим темам. Перед началом самой войны Дудаев очень сильно пытался всяческими способами, пытался мирно договориться с Россией. Нас, чеченцев, обвиняли во всех смертных грехах, которых только возможно обвинить человека или народ. Но при всем при этом нас не обвиняли никогда в каком-то безрассудстве, сумасшествии или полном кретинизме.
да, так как, понимая даже, да, что мы очень упорно, сильно воевали против России, но при всем при этом нас никогда не обвиняли в таком безрассудстве. И, конечно же, мы не были безрассудными, не были сумасшедшими и пытались всячески договориться с Россией. И в первую очередь это делал Джохар Дудаев, который имел огромные связи еще с советских времен среди советской военной элиты, ну и не только военной элиты. Но на все возможности переговоров, договориться мирным путем, да, Джохар Дудаев готов был идти на любые уступки, на большие, скажем так, уступки. Это все не приводило ни к какому положительному результату. Хотя встречи какие-то проводились, Ельцин с Дудаевым наотрез отказался встречаться. Именно поэтому я считаю Ельцина марионеткой, а независимым человеком, которым управляли Лобов, Шахрай и другие КГБшники. И потом в конце, когда уже игра в демократию, вроде бы как бы и становление на рыночную экономику, на экономику, рельсы рыночной экономики, Ельцин передал власть уже настоящим КГБшникам, а не будучи там агентом. Он уже, ну, власть перешла полностью уже неприкрыто, скажем так, в руки КГБшников. Джохар Дудаев выплачивал взятки, как об этом писали разные историки. Начальнику охраны президента России Ельцина Коржакову и вот этой банде миллионы долларов на тот период времени, это были баснословные деньги, выдавались для того, чтобы организовать встречу, попробовать договориться, как-то не доводя до крови, до большой крови. Джохар Дудаев прекрасно знал, что чеченский народ будет сопротивляться, и не доводить до этого пытались всячески договориться. Вот одна из встреч Джохара Дудаева с Павлом Грачевым, тогда еще с министром обороны Российской Федерации. Кстати, вот этот человек, начальник охраны, я не помню, как его зовут, его помнит Хусейн Исханов, вот этот человек перешел на сторону русских оккупантов. Это бывший начальник охраны Джохара Дудаева. То есть предал. Так. Вот, давайте сначала. Вот Грачев приезжает на встречу. Вот Джохар Дудаев приезжает на встречу. Джохар Дудаев пользовался большой поддержкой внутри нашей страны. Также его знали, уважали многие люди в мире. В честь имени Джохара Дудаева названы улицы, скверы, парки в разных городах разных стран мира. И Джохар Дудаев всячески пытался договориться. Всячески пытался. Но ни Джохару, ни чеченскому народу не оставили другого выбора, кроме как драться за независимость своего государства. Может показаться кому-то это ненормальным, ну как это так, да, причем это такая российская пропаганда это так преподносит, не забывая при этом праздновать 75-летие, там сколько-то летие войны, победы во Второй мировой войне, или так называемой Вовки ихней. И чеченскому народу и гражданам Чеченской Республики Ичкерия отказывается в этом праве. Между прочим, еще очень интересный такой момент.
права человека, да, права людей, которые задекларированы во всех конституциях, во всех странах мира и в первую очередь западных странах, говорят о правах человека, но не говорят о правах людей, да, правах народов. И как бы разрешается все, там, начиная там, от крайних форм там, каких-нибудь там самовыражения до там, любых там, проявлений себя как личности человека. Да? Но при всем при этом забываются права целых народов. Ведь этот народ состоит из этих людей. И если и несколько людей, да, как бы демократия на том и строится, что народовластие. Но при всем при этом забывается часто упоминать про права народов, народа определенного, но говорят о правах человека. Да, вот права человека. Конечно, очень хорошо, если вы живете в Германии, ваше государство защищено, и оно вам гарантирует эти права, то, конечно же, хорошо отстаивать права личности, не затрагивая права народа, так как в целом права германского народа, французского, там, американского защищены хорошо укомплектованной новейшим вооружением, армией и специальными службами. Но почему-то другим в этом праве отказывается. Или же не то, чтобы отказывается, потому что это как бы явно противоречит здравому смыслу. И просто как бы не упоминается об этом. Просто могут сказать права человека, но не сказать права народа. И у меня тогда таким людям, которые постоянно, это на очень высоких постах люди заявляют такие вещи. Ну, не тоже заявляют, говорят только лишь о правах личности, но не говорят о правах народа. У меня возникает тогда вопрос. Убийство – это тягчайшее преступление, как мы знаем. Да? Лишение жизни человека другим человеком – это считается тягчайшим преступлением. И за это как бы преследуется человек, совершивший такое деяние, очень строго. Убийство одного человека – это очень, очень плохо. Убийство же тысяч людей, да, это в 1000 раз как минимум плохо, да, убийство, чем одного человека. Так вот, убийство одного человека это плохо, а убийство 1000 это уже не считается так плохо, когда народу отказывают в праве на законные права, которым владеет, имеет весь мир, практически весь мир, конечно. Не все имеют права, чеченцы не одни в своем, вот в этом моменте лишения, упразднения наших прав. Да? И я бы хотел бы сказать, возвращаясь к Англии, возвращаясь к Германии, возвращаясь к Соединенным Штатам Америки, если вы так считаете, да, а на вас смотрят, и вы есть те институты, которые легализуют ту же власть в России, в том числе эту власть в России, то не считаете ли вы себя ответственным разделить то бремя преступлений, совершенных Российской империей против конкретного чеченского народа и чеченского государства? Не считаете ли вы, например, обращаясь к немцам, правильно ли вы считаете поставить мемориал убитым, казненным, запытанным евреям в центре Берлина на самом, скажем так, дорогом месте, да, в самом центре есть огромное место, которое выделено под мемориал жертвам геноцида евреев. Не считаете ли вы немного не соответствующим вашим принципам, декларируемым вами, если то же самое в настоящее время совершают русские, а вы с ними ведете дела, строите Северный поток, договариваетесь и так далее? Да, это совершили немцы, и вы искупили эту вину. И чеченцев убили не немцы, и вы не несете за это
вину, только моральную, может быть, или историческую перед чеченским народом. Но одновременно, имея такую память историческую, такое прошлое историческое, всячески пытаясь сгладить и исправить это прошлое, и это правда, то, что делают немцы, искренне я в это верю и считаю, что немцы не все, но государство и подавляющее большинство осуждают те преступления, совершенные против евреев. Не считаете ли вы немного это лицемерием и попахиванием двойными стандартами, когда то же самое в настоящее время Россия совершает по отношению к чеченскому народу, продолжает это делать по сей день, вы не считаете нужным хотя бы, не знаю, прекратить, легитимизировать этот преступный режим, который уже на территории Германии и Европейского Союза, в том числе и Америки, совершает эти же, совершает разные свои провокации и диверсии, в том числе террористические акты, которые совершен, например, по попытке убийства, подрыва автобуса и убийства футбольной команды, уничтожения футбольной команды Дортмунд-Боруссия, ну и нападение, в том числе разных исламистов, на Германию, которая приютила миллион сирийцев и других мусульман. Не возникает ли какого-то диссонанса у вас? Как может быть мусульманин совершать наезд на грузовике на рождественской ярмарке какой-нибудь и убивать невинных людей, когда Германия приняла миллион мусульман? Ни один адекватный, нормальный человек не может на это пойти. Ни один. Тем более Германия открыто не воюет ни с одной страной. Было бы понятно бы, даже если Ангела Меркель приютила миллион мусульман, но если бы там, можно не то, чтобы было бы как-то логически объяснить это можно было бы. Если бы Германия воевала бы против какой-нибудь страны или объявила всем мусульманам войну, да, как они это преподносят, те, кто совершает эти террористические акты, и именно из-за национальных интересов какой-нибудь террорист совершил бы такое преступление. Без сомнения, гибель граждан Германии на совести российских спецслужб. Да, они непосредственно сами не используют, да, они сами не принимают участие, хотя и принимают тоже, как убийство Зелимхана Хангашвили в Берлине в прошлом году. И несмотря на все это, вы продолжаете гибель, несмотря на гибель своих граждан, вы продолжаете какие-то отношения выстраивать с Россией. И ваша экономика, и ваши деньги вам становятся важнее не только принципов демократии, принципов прав человека, гуманизма, которые так много об этом говорят, но это еще становится важнее жизни ваших же граждан. Мне это очень сложно понять. Именно потому, что мне это сложно понять, я пытаюсь достучаться до сердец немцев и других людей здесь, на Западе. Мне кажется, я себя ощущаю человеком более близким людям, которые были основателями, закладывавшими принципы прав человека, международного права, которые после Второй мировой войны, после суда Нюрнбергского трибунала начало формироваться, уже, можно сказать, полностью уже тогда четко сформировалось на тот период времени. Мне кажется, эти люди, отцы-основатели того порядка, который установлен на Западе, мне кажется, я бы с ними больше и легче нашел бы общий язык, чем с сегодняшними
людьми, которые представляют демократические и правовые государства в мире. Есть над чем подумать, есть над чем работать. Так, давайте почитаю ваши комментарии и дальше тоже будем обсуждать моменты, которые касаются сегодняшней нашей темы. Так. Как найти? Все правильно, Аслан. Вчера упрекали своих радикалов, а сегодня Запад за двойные стандарты. Я одобряю твои слова и вчерашние, и сегодняшние. ДРС-хой как найти? Мы не хотим кому-нибудь понравиться, как найти. Мы хотим докопаться до истины. Да? И очень сложно иногда, да, когда у вас есть представление о Западе, о той демократии, о тех правах людей, которые закладывались отцами-основателями в эти системы. Очень трудно достучаться до сердец, и когда возникает какая-то бюрократическая машина. Когда возникает ситуация, например, американскому, немецкому концерну и американскому тоже, General Motors, например, будь то, или какой-нибудь другой концерн, которому нужно продать там тысячи автомобилей в Россию. Когда нужно нефтяные деньги где-то как-то пристроить в швейцарский банк, в банке Лихтенштейна или в банке Германии. И тогда вот возникает такая ситуация. Человек, который принимает решение, ответственное лицо в высоком кабинете Германии, какое-либо ответственное лицо, может иногда не то, чтобы оно совершает преступление, да, оно открыто не поддерживает убийство чеченского народа, там, помогает убивать чеченский народ. Нет. Просто иногда закрывает глаза на эти преступления и на свои прямые должностные обязательства, обязанности относится халатно. Халатно это, коррупционно это, непонятно, как это делается, но остается открытым вопрос, когда немецкие правозащитники, есть такая немецкая правозащитница Мария Крамер, которая очень неплохо знает чеченские моменты, чеченскую систему, но она ее знает так, как будто ее обучали русские пропагандисты. Она основывается только лишь на российской информации. Ну, по крайней мере, вот та сторона, которая преподает, ту сторону, которую она подает, с той стороны, то я ее иногда слушаю, и мне кажется, что я слушаю какого-нибудь там русского либерала, который как бы такой, ну, вроде Навального. Вроде бы он такой и такой, хотя Навальный далеко не либерал, он самый настоящий фашист, но при всем при этом, кстати говоря, это тоже очень интересный момент, когда фашиста Ангела Меркель едет и к нему в больницу и там с ним проводит какую-то беседу. Вот такая вот ситуация с этой Марией Крамер возникает, и никогда не упоминается геноцид совершенный, военные преступления, совершенные против чеченского народа, над чеченским народом. И возникает вопрос, чем эти люди занимаются, как они могут, если вы говорите правду, будьте любезны, говорите стопроцентную правду, или по крайней мере то, что очевидно вы видите. Мы не говорим вам становиться на нашу сторону, поддерживать полностью нашу сторону, или какие-то вещи домысливать и там делать выводы, не имея достаточных доказательств. Но хотя бы очевидное то, что нельзя отрицать. Нельзя отрицать, что чеченцы оказались здесь, в Европе, из-за русско-чеченской войны, из-за того, что чеченцы захотели иметь свое государство. Точно так же, как нельзя отрицать то, что Украина борется за свою независимость, за свою территориальную целостность, за свою государственность, которую она непременно потеряет.
то и для государства, для чеченского государства, война, русско-чеченская война, она является экзистенциональной угрозой, но она является угрозой выживания, существования чеченского государства, не только чеченского государства, но и чеченской нации. И это тоже не преувеличение, это абсолютный стопроцентный факт. Чеченский язык исчезает, чеченская нация исчезает по факту. И мир не может на это вот так не обращать внимания, делать вид, что этого нет. Хотя, опять же, в мире помогают нам. Да, не открыто, не за нас никто, конечно, вперед бежать не будет. И там бить себя в грудь кулаком никто не будет. Но если взять тоже радио Маршо на чеченском языке, отдел Радио Свободы, радио Маршо это радиостанция, уже канал в Ютубе, давно это уже вышло за рамки радиостанции, интернет-сайт. Это помощь американского народа нам. Это нам помощь. Но здесь другой вопрос, опять же. Да? Радио Маршо не выполняет, на мой взгляд, достаточно объективно и честно журналисты на радио Маршо. Не все, конечно. Но ведут какую-то, имеют такие ресурсы, такие возможности, такое впечатление, что пытаются вот саботировать и сделать так, чтобы американцы лишили нас этого права. Я прошу американцев, при всем при том, что я критикую радио Маршо, да, прошу ни в коем случае не закрывать. Я прошу провести тщательную проверку кадров журналистов радио Маршо. И если меня кто-то увидит, услышит, пожалуйста, не закрывайте. Мы вас очень просим. Это для нас, это маяк. В ночи, в плохую погоду, в которой мы должны просто ориентироваться и как-то помогать нам выкарабкаться, стать на цивилизованные рельсы. И радио Маршо нам способствует это. И именно из-за того, что это Сенат США одобрил, финансирует, помогает. Конечно же, я абсолютно убежден, что как на радио Маршо, так на радио Свобода, на Deutsche Welle, на BBC есть агентура российская, без сомнения. Это так и есть. Я очень надеюсь, что будет проводиться достойнейшая, кропотливейшая работа по выявлению этой агентуры. И все эти люди будут вычищены из этой уважаемой радиостанции, Радио Свободы. И там придут настоящие профессионалы. И в первую очередь, ну, и как можно, да, если что-то предлагать, то нужно как-то решение этому, если что-то критиковать, то нужно как-то предлагать решение этого вопроса. Я бы предложил вот всех уволить из старой команды, которая там есть. Всех. И набрать молодежь, которая не имеет отношения, и в первую очередь не имеет отношения вообще никак к России. Здесь огромное количество, здесь есть в Европе чеченцев, молодых чеченцев, которые получают хорошее образование. Можно поискать их, и можно очень найти достойную команду, которая этим будет заниматься. И не тех, которые там ездят домой, там как-то связаны, провести настоящую хорошую работу по выявлению, по полное, ну, выявить, проверить полностью человека перед тем, как взять его на эту работу. Еще раз прошу, конечно же, из-за моей критики, конечно, не закрывать радиостанцию, так как это вот, не будет этой радиостанции, радио Маршо, я не буду видеть вообще никакого смысла в борьбе, которая ведется за права человека ни американцами, ни чеченцами. Так, давайте послушаем, что вы говорите.
Так. Дима Бимба, двойные стандарты возникли очень давно. Например, на Нюрнбергском трибунале. Лицемерно забыли осудить сталинский СССР. Абсолютно очередной раз с тобой согласен, Дима. Именно так, да. Более того, не только не осудили тогда Советский Союз, да, и вместе с ним судили нацистов. Еще нужно смотреть, какой из этих режимов был более опасен для человечества. Если исходить из жертв, которые совершались этими режимами, то они идут ноздря в ноздрю, как говорится. Так, украинский повстанец. Салам алейкум, алейкум салам, украинский повстанец. Явилась истина и сгинула ложь, говорит секрет Трумптер. Воистину ложь обречена на погибель. 17 сура Коран. Маш дада, без разницы. Делаешь? Нам без разницы. Все, кто против банды Кремля, будь то анунаки, гуманоиды, американцы, пингвины, белые медведи, это наши союзники. Да, без предварительных условий причем. Ну, кроме, конечно, права нашего государства. Аслан, как найти? Аслан, вопрос. То, что Запад поддерживает Навального, он имперец. Не кажется ли тебе, что Запад не заинтересован в развале Рашки? Я считаю, атомное оружие тут ни при чем, как и ни при чем покупка недр из Рашки. Да, я считаю тоже, что есть определенные силы на Западе, которые не хотят того, чтобы Россия перестала существовать в том виде, в котором она есть. И да, может быть, дело не только в ядерном оружии, дело в том, чтобы, ну, не знаю, было проще, когда Россия управляет сама народами, сама там регулирует, убивает и ведет войны. Ну и, конечно, удобно будет Россию использовать для своих нужд. Но она должна быть послушная. И вот в чем вопрос. Мы это все понимаем, да, я, например, прекрасно понимаю, почему бы нет, почему американцам не использовать Россию, которая является союзником России и ведет войны, где бы нужно было бы, да, допустим, где-нибудь в Средней Азии, в Африке или в Афганистане, в той же Средней Азии, или там на Ближнем Востоке. Ну, почему бы нет, да, империя управляется другой державой, и она ведет войны как бы от своего имени совершенно. Ну, если бы это так было бы на самом деле. Ну, тогда возникает другой вопрос. Но сейчас надежность договоров с Россией, это показали сегодняшние дни, сегодняшние реалии, которые сегодня происходят. Мы прекрасно понимаем, что Россия не выполняет договора. Более того, Россия под видом своих внедряется, как в английские лорды, морды там, и так далее. И точно так же и пытается и внедряется в американский политический истеблишмент. Также западный здесь, в европейский истеблишмент проводятся разные манипуляции. АФД, там, правые поддерживаются во Франции, в Германии АФД есть такая партия, поддерживают такие же партии в Австрии и так далее. Ведется иностранное влияние. Нужно это немцам, нужно это американцам. Готовы ли они везде пустить козла в огород, как говорится, и остаться, может быть, без своего суверенитета? Ведь часть суверенитета можно потерять, уже ему теряется многими странами. Без сомнения, оказывается, влияние на разные там партии, движения, в страны, да, оказывается. Мы знаем, что в Черногории хотели провести там террористический акт по убийству там
какого-то высокопоставленного чиновника и захвата власти. То же самое, например, здесь в Европе, в Германии выявлено среди военных и, по-моему, полицейских люди, которые придерживаются крайних правых взглядов, да, националистических взглядов. И не стоит ли за этим Россия? Да? Я думаю, вполне вероятно, что стоит, потому что это любимое занятие России — наводить вот эту тень на плетень, проводить дестабилизацию обстановки. То же самое можно взять ситуацию, когда Россия в советское время, да, советская Россия под видом поддержки коммунистических партий проводила разные свои вот эти диверсионные, террористические, пропагандистские акции. Я думаю, найдутся, должны проснуться, и немцы должны, и американцы должны, и французы, все должны проснуться и понять, что происходит. И не думать, что это чеченцы говорят только лишь потому, что вот они там проиграли и остались без страны, и вот они такие хотят отомстить, и ими движет там какая-то там ненависть там, и так далее, и так далее. Причем чеченцы являются непонятными, недоговороспособными там, и еще какими-то. Хотя ровным счетом наоборот. И у нас возникает вопрос, если нас оболгали так сильно, и вы в это поверили, не пытаясь разобраться, но вы ровно с теми, как с нами переставая общаться, так как мы какие-то радикалы, террористы, опасные там убийцы, из-за того, что вот мы такие, с нами какая-то дистанция появляется, допустим, я говорю, а с русскими наоборот сближение идет. Господа, тогда получается ровно наоборот, вы обмануты, наоборот происходит. Те убийцы и люди, которые не придерживаются основных принципов, на чем строится ваше государство, это именно те, с кем вы дружите, а именно те, кто придерживается общих с вами цивилизационных взглядов, принципов, именно с ними вы находитесь вот в таком на отдаленном расстоянии. Поэтому, конечно, решать вам, но дело, конечно, очень такое опасное, да, и это еще не закончилось, далеко это не закончилось и не закончится. И если кто-то думает, что там как-то можно будет с Россией договориться, это абсолютно не так. И Навальный является тот же фашист. И Германия, Америка, Англия. Если вы видели на канале BBC, на главной заставке, где у меня написано реалити, да, на канале, когда заходишь на главную страницу, нигде видео, вот главная страница. Лицо прекрасное лицо прекрасного фашиста Навального на BBC. И возникает, что агент английских спецслужб, на самом деле русские правы, говоря, что он является. Или же в BBC находятся агенты русских спецслужб, которые повесили фотографию Навального. Ну хорошо, будь он российским агентом, будь он английским агентом, это сугубо лично англичан там и русских дело. Ну, тогда возникает другой вопрос. Навальный абсолютный фашист. Тогда давайте хотя бы тогда будем соблюдать принципы какие-то общие. Или же если этот фашист, тот, который вас устраивает, а какой фашист не устраивает, значит его все, и с ним это, ну это опять же двойные стандарты. Навальный самый настоящий фашист, самый настоящий. Навальный начинал все свое дело еще с Рогозиным, старым КГБшником. Рогозиным, который также является фашистом, русским фашистом. Я не знаю, очень сложные вот эти темы, и хитросплетения разных спецслужб, которые меня вообще-то мало касаются. Я независимый человек и не собираюсь никому уступать в своих принципах, в своих взглядах. Но при всем при этом мне хотелось бы разобраться, мне относить Англию, которую
которую представляет русская редакция BBC, кому относить? Заступников фашистов? Или же это какие-то независимые СМИ? Да, ну, очень интересно просто. Наверное, репутация это самое главное, что должно быть у государства. Именно репутацией Америка стала той Америкой. Именно своей репутацией сегодняшние немцы стали сегодняшними немцами. Ведь репутация у немцев 1945 года была очень плохая. И только после того, как Вилли Брандт стал на колени перед жертвами нацизма, только тогда поднялся авторитет и уважение. Вы представляете, первое лицо становится на колени перед теми, кого их страна, не он этого не делал, но он считает своим долгом стать на колени для того, чтобы искупить вину немецкого народа. Нету Вилли Брандтов. Не то, что в России этих Вилли Брандтов нет, об этом вообще даже разговора быть пока не может. Нету даже здесь, в Европе, в сегодняшний день из уровня Вилли Брандтов, политиков, я, например, не вижу. Все считают нужным договариваться с Россией, там где-то как-то. Ну вот там Америка мешает. Такое впечатление, что это только Америке нужно получается. Завтра, когда Украина будет захвачена, не дай бог, и 40 миллионов украинцев станут частью большой русской империи, то я вам гарантирую, у вас, европейцы, проблем будет больше, чем имея 140 миллионов россиян. Так как украинцы, 40 миллионов украинцев, это самые лучшие солдаты и воины, которые были в советской армии. И их 40 миллионов, и они впритык с Европейским Союзом. И как сегодня маленькую Чечню пытаются вот так раздуть, так поднять на такой уровень, маленькую чеченцев, меньше миллиона было после войны, после потери 300 тысяч наших граждан в этой войне, 40 миллионов украинцев. Это будет просто гибель Европейского Союза, как минимум. Имеется в виду существование как союза, а не гибель как государств и народов. Так, давайте пойдем дальше. Почитаем ваши комментарии. Дэн фон. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассалам. Дэн. Так. Все будет ичкерик, секретарь. Так. Маждат, за последние 5 лет одна Украина нанесла больше вреда Кремлю, чем все арабские страны вместе взятые за последние 300 лет. Совершенно верно. Россия находится на последнем издыхании из-за того, что не может справиться с Украиной. Конечно, в Украине далеко не все идеально, конечно, не все отлично, но те ребята, и вас немного, украинцы, патриоты, понимающие люди, да, что вы потеряете страну, потеряете все, и вам, как сказал Джохар Дудаев, на непримиримых пришлось схлестнуться с этой империей зла, я перед вами снимаю шляпу. Я вас, именно тех патриотов, которые ценой жизни беззаветно сражаются против России, я вас ставлю в одни ряды с нашими героями, которые Джохаром Дудаевым, Асланом Масхадом, Шамилем Басаевым в ранних стадиях, Шамилем Басаевым, считаю вас наравне с ними. Уважение вам всем. Так. Чеченский след Рязанский Сахар. Кроме чеченцев, никто за всю историю не опозорил так армию русистов, как в 1996 году. Я горд этим. Этот факт есть в архивах у всех спецслужб всех стран мира. Это уже в учебниках у них 100%.
Да, конечно, именно так. Чечен. Заза Мцедашвили. Аслан, как вы думаете, русские из Азербайджана без войны выйдут? Как мы знаем, Россия без войны не выходит. Заза, вы ответили на свой же вопрос. Нет, конечно. Как только туда приходят русские, без войны они не уходят. Ну, быть может, конечно, все что угодно. Светлана, слава Ичкерии, с любовью из Украины. Героям слава. Спасибо, Светлана. Как нет звука? Нет звука? Выпуск культа. Ассаламу алейкум, мудушу. Ва алейкум салам, выпуск машой. Так, звук есть. Давайте, у нас еще есть буквально 20 минут. И я бы хотел рассказать. Здесь Джохара Дудаева можно просто цитировать и цитировать. Вот все, что говорил Джохар Дудаев, это вот прописные истины, которые очень сложно оспаривать, и за истечением времени они только утвердились и доказали свою правоту. Джохар Дудаев, как и Абдурахман Автурханов говорили о том, что мы кавказская нация, и только вместе мы можем справиться. И это правда. И мы только так сможем победить вот эту империю зла и отстоять свои права. Здесь Джохар Дудаев говорит о конфедерации народов. Буквально 14 секунд. Послушайте, пожалуйста. Сил, которые хотели бы развязать и готовы развязать здесь конфликты, столько, что мы и сами не подозреваем. Но противостоять им есть только силы конфедерации народов. Только конфедерации народов Кавказа могут противостоять этим всем силам. И это абсолютнейшая правда. Пока мы не научимся, все кавказцы, да, вне зависимости от национальности, и русские в том числе, которые проживают на нашем Кавказе, не научимся вместе противостоять вот этому Мордору, вот этой стране-убийцу, людоедам, да, в лице Путина, Патрушева, бешеным зверям, которых они сами себя называют, которые взрывают своих же граждан для достижения своих политических, конъюнктурных целей, мы будем находиться в таком положении. И то же самое касается и Украины. Если Украина хочет выстоять, если те патриоты, которых я озвучивал, только что говорил, которых хотят, чтобы война как можно быстрее закончилась, и вы вернули свои территории и стали сильнее, вы уже стали сильнее, чем были, но еще сильнее, вы должны всячески помогать. И в первую очередь это должно быть на уровне государства. В первую очередь нужно взаимодействие и грузинам, и украинцам, и другим на государственном уровне. Да, с Чеченской республикой Ичкерия в том числе. Только так мы сможем вместе одолеть вот эту гидру. Так. Давайте посмотрим, что говорит Джохар Дудаев на вопрос, стоит ли воевать Чеченской республике с Россией. Господин президент Чеченской республики Ичкерия, можно вам со стороны эстонской киногруппы Exit Film задавать несколько вопросов? Стоят ли эти огромные жертвы и разрушения желания чеченцев жить в свободном независимом государстве? Свобода и независимость — это для нас жизнь или смерть. Потому что
можно было жить с народом, в народе, с соседом, в государстве, где защищены какие-то твои права. Где государство или народу перед тобой выполняет обязанности. Их нет. Россия не выполняет никаких обязательств перед народами, перед государством. Поэтому нам просто предлагают в лесу выловленного дикого медведя посадили в клетку и говорят, иди, заходи в клетку и живи с ним, дружи. Подай ему лапу с этим зверем и живи дружно. Вот что такое Россия. Так, здесь сейчас тогда возвращаясь к видео, которое было опубликовано на канале «Новая газета», хотелось бы немного прокомментировать это видео, где они нагло, абсолютно наглейшим образом передергивают факты, искажают факты и пытаются всячески замылить информацию, да. Очень странно, да, многие не вспоминают об этой ситуации. Тоже Deutsche Welle, Радио Свобода, BBC, которые рассказывают про все там значимые события, почему-то решили сегодня не напоминать об этом. Только лишь Радио Маршева, которое на чеченском языке, напомнило немножко об этом. И то это была там одна из новостей, там, да, вот такое это было. Хотя ничего не прошло, война не закончилась, и даже «Новая газета» об этом так громко заявляет, почему она идет в России до сих пор. Давайте послушаем и немного прокомментируем, что говорит вот этот молодой человек. В 1944 году во время войны 500 000 чеченцев и ингушей были депортированы с родных мест Казахстана. Ну, не 500 000, а около 700 000 чеченцев и ингушей. И Киргизию. Их обвинили в сотрудничестве с фашистскими оккупантами, хотя никакой оккупации не было. Не было, не только не было оккупации, мне вот недавно тоже задавали вопрос, чат рулетки тоже об этом говорили. Конечно, не было. Тем более, ни один сапог нацистов не ступил на землю, чечено-ингушскую землю, хотя Моздок был захвачен, там части немецкие какие-то были, и бомбардировки Грозного какие-то проводились. Но в 1944 году, когда уже второй фронт открылся, когда присоединились союзники, когда уже все уже шло полным ходом, имеется в виду, объединились уже, и переломный момент давно наступил, тогда выслали чеченцев. Поэтому, конечно, наглейшая ложь утверждать, что чеченцы каким-то боком кому-то там помогали. А даже если бы и помогали, перед кем у нас были обязательства не помогать? Хотя мы не помогали. Многие депортацию не пережили. Народ перемололо. Чеченцы об этом помнили и помнят до сих пор. А в советское время горцы даже... Народ перемололо. Ни слова о геноциде, ни слова не упоминается. Мстили властям. В Чечне почти до 80-х годов орудовали абреки. Так называли людей, которые ушли в горы и Знаете, как хотят нам преподнести? Нам хотят сказать, что это власти. Никакие это не власти, это оккупационные власти. И обречество, да, так называемое обречество, это были народные мстители, которые пытались с малыми силами нанести максимальный урон. И благодаря вот этим людям, народным мстителям, благодаря этим людям чеченский народ меньше трогали, меньше подвергались репрессиям. Хотя другая часть народа, да, которая перешла на сторону русских, делая из этих людей, которые защищают свой народ и мстят оккупантам, сражаются против оккупантов, из этих, переходя на эту сторону, получали большую мзду и были востребованы у оккупационной власти. Не будь людей, которые воюют против России, как не будь там Джохара Дудаева, Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и других, то не было бы Рамзана Кадырова и вот этих людей, потому что не было необходимости. Так же, как в Дагестане
Вот сейчас недавно назначили мэра Каспийска, там главой Дагестана назначен какой-то Иванов, Петров, Сидоров, там, ну и так далее, и так далее. Если вы не сопротивляетесь, с вами не считаются. Нету просто необходимости у метрополии, у империи, нет необходимости как-то с вами вообще разговаривать. Только когда возникает необходимость, только тогда начинают они там, у себя где-то там шевелиться. Совершали вылазки, убивая милиционеров и чиновников. Абрек Хасуха Магомадов, например, лично совершил больше 30 убийств. И когда во время перестройки по всему СССР активизировалось движение за независимость, Чечня захотела отделиться. Движение за независимость возглавил генерал-майор советской авиации Джохар Дудаев. В регионе была безработица. Здесь же, опять же, стоит напомнить, как в начале своего этого видео, то, что я сказал, Джохар Дудаев только лишь позже присоединился к освободительному национальному движению. Чеченская республика вышла из состава РСФСР и получила равные права еще в 90-е годы. И с развалом Советского Союза, да, тогда Джохар Дудаев возглавил уже национальное государство и был сперва возглавил комитет ОКЧН, а затем уже возглавил уже после избрания на пост президента возглавил чеченское государство. А он пообещал, что за счет своей нефти Чечня станет Кавказским Кувейтом. И многие ему поверили. Здесь тоже опять передергивание. Конечно же, если бы все блага, все недра, которые добываются из чеченской земли, оставались чеченцам, и не только недра, у нас есть еще и люди, которые намного ценнее любой нефти и более способны, конкурентно способны с многими, по сравнению с многими народами, в силу разных обстоятельств, на мой взгляд, да, Джохар Дудаев, сегодняшняя Чечня, о которой они говорят очень много вливаний, там идет и так далее, это даже не составляет 10,5% того, что Роснефть, путинская Роснефть, как победитель, русский царь, выкачивает через свою фирму, через свою компанию Роснефть, выкачивает нашу чеченскую нефть. И если бы это все доставалось нам, то вот этот молодой человек не нашел бы основания сейчас говорить свою ложь. Конечно же, это не его текст. Ему кто-то этот текст написал, потому что он именно российскими штампами выдает именно вот эти болезненные моменты, на которые чаще всего мы обращаем внимание. И это целенаправленная работа против дискредитации нашего государства. Ведется новая газета. Половинчатая правда, она хуже, чем абсолютная ложь. Абсолютную ложь легко опровергнуть. Половинчатую правду или неполную правду, да, искаженную правду, ее намного сложнее опровергать. В 1991 году Дудаев провозгласил независимость Чеченской Республики и стал ее президентом. В наследство от советской армии Чечне досталось много оружия. Российские военные просто не смогли его вывести. В регионе сразу расцвел бандитизм. Это тоже абсолютнейшая ложь. Чеченские не смогли просто полностью вывести. Российская армия разделила, часть оружия оставила чеченской стороне, часть вывезла. И да, опять искажение факта. Бандитизм. Никакого Кувейта не получилось. В Москве независимость Чечни не признали. Кремль по-прежнему считал, что Чечня – это Россия. Если Чечня – это Россия, то считать это одно. Предъявите хоть один документ, что вы подтверждаете. Мы вам предъявляем документы. Это решение Верховного Совета России, когда все республики получили в 90-м году независимость. Это выборы президента, это межгосударственные соглашения, которые на уровне министерств и ведомств подписывались. Это вывод, только что вот этот молодой человек рассказывает о выводе войск. Что это было, как не признанием, если вы выводили свою армию? Зачем вы выводили? Ведь это же была мирная республика, там не было никакой армии, никаких военных действий. Вас никто не вынудил военной силой покинуть нашу страну, как это было в 1997 году. То почему
вывели тогда войска, если не признали. Признали, Дудаева называли президентом, а в 1997 году президентом Масхадовым подписали договор о мире и принципы взаимоотношения, именно называя эту республику Чеченской республикой Ичкерия, и ссылаясь на международное право, что подтверждает о межгосударственной силу этого документа. После распада СССР российским властям 3 года было не до Чечни. Но в 1994-м, за 2 года до выборов, президент России Борис Ельцин решил поднять свой низкий рейтинг. Здесь тоже не совсем правда. 3 года не было дела до Чечни, говорит. Это тоже неправда. Против Чеченской республики велась большая работа, как я говорил ранее. И в 1992 году против ингушей была устроена провокация. Об этом говорил президент Аушев, об этом говорил президент Джохар Дудаев. И именно эта провокация и в последующий геноцид ингушского народа произошел для того, чтобы втянуть в эту войну Джохара Дудаева и Чеченскую республику. Именно для этого это было сделано. Поэтому здесь тоже не совсем правда, что говорит, что России не было дела. Да, не было открытого вторжения, но все это время какая-то работа велась, потому что были разброды, шатания у них самих там. Но все это время дело до Чечни все-таки было. И показать, что он контролирует всю территорию страны. Так, ровно 26 лет назад, 11 декабря 1994 года, началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне, которую позже назовут Первой Чеченской войной. Первой Чеченской войной тоже неправильно называть. Это первая античеченская война, если ее уже только по чеченской терминологии употреблять, так обозначать. Во-вторых, это была полноценная русско-чеченская война. Или же национально-освободительная война чеченского народа против русских оккупантов. Тогда Ельцин думал, что вся операция закончится через 8 дней, а она затянулась на 1,5 года. По большей части обычные срочники. Молодые пацаны, которые ушли в армию на 1,5 года, а оказались на настоящей войне. В своей стране и со своими соотечественниками. К февралю 95-го федеральные власти отправили в Чечню 70 тысяч солдат. По численности это примерно как все жители города Минеральные Воды от мала до велика. Кроме того, на стороне федеральных войск воевали отряды антидудаевской оппозиции. Она появилась на севере Чечни в неподконтрольных дудаевцам районах еще за пару лет до войны. Москва отправляла оппозиции технику и военных. Ну, это потом, что как раз я и говорил. Это их там нет, и ничего из оппозиции они не представляли. Это были предатели, которые служили иностранному государству. Говорила, что наших в Чечне нет. Почти как на Донбассе. И это подтверждается тем, что у них не было никакой программы, никакого пути развития Чеченской республики у них не было. Джохар Дудаев говорил о демократическом правовом пути развития, говорил о сближении с иностранными государствами разными и так далее. Оппозиция, так называемая оппозиция, она же только лишь свергнуть Дудаева, потому что он агент русских. Нам это рассказывали, что Дудаев агент русских, и его за это нужно свергнуть. При всем при этом они получали оружие у русских и исполняли волю русских. И эти же люди распространяли слухи, что Джохар Дудаев является... И именно то же самое, как сейчас происходит по отношению ко мне. Агенты российских спецслужб распространяют слухи о том, что я являюсь агентом спецслужб. Российская армия была совершенно не готова к войне, и военные чины об этом знали. Российская армия совсем не была готова, так как она вот только недавно не вышла, 5 лет назад, из Афганистана, и опыта ведения боевых действий у них не было. 18-летние мальчики, как они их называют, до этого времени призывались и так далее. И никого это не смущало. Да? А как только они начали гибнуть, тогда начали говорить, ну как, они же маленькие мальчики и так далее, и так далее. Не состыковочка.
не умели воевать в городе и в горах. И в горах они не умели, и в городе, понимаете, в Афганистане нет вообще гор, это равнинные степи, как в Калмыкии, и в городах они не умели. И еще у них не было карт, понимаете. Вот послали на целую войну, есть целый генштаб, все, вот карты им не дали. Многие из них вообще только что автомат научились держать. Да. У солдат не было карт. Рации не поддерживали закрытую связь, и переговоры военных перехватывались. Из-за ошибок командования, которое при штурме Грозного 31 декабря решил использовать бронетехнику, погибли сотни человек. Российские танки, боевики просто... Это неправда. В российские сотни человек погибли. Тысячи. Я своими глазами, я живой свидетель, и этих свидетелей нас тысячи, которые видел тысячи трупов. Тысячи. Закидывали гранатами с балкона. Чеченцы были так круты, что они с гранаты с балкона закидывали. Вот. А русские не додумались просто смотреть вверх или под балкон свой танк не ставить. Примитивнейшая, просто наглейшая пропаганда Новой газеты. Но самое главное, в армии не было дисциплины. Доходило до того, что пьяные солдаты убивали друг друга, а потом списывали на боевиков. Но сейчас она есть, эта дисциплина, понимаете? Вот о чем хотят сказать. На стороне непризнанной республики Ичкерия. Непризнанная Россия тогда, пишите. Кто же вас признал-то? Я вас не признаю, Россия. Что это непризнанная? И Новая газета и вас не признаю. В детстве я слышал по телевизору, что против российских войск воевали одни иностранные наемники и боевики-исламисты. На самом деле численность иностранных боевиков составляла лишь около 1000 человек. Тоже абсолютнейшая ложь. Несколько иностранных добровольцев, которые воевали на нашей стороне, максимум могло быть там сотня, не более. Не более сотни. С российской армией за свою независимость воевали обычные чеченцы, многие из которых прошли советскую армию. Всего не больше 40 000 человек. Это тоже не соответствует действительности. 40 000 чеченцев не принимало участие в боях. Максимум эта цифра может колебаться от 2, 3, 5 тысяч. Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, это радиоперехват, который где чеченец говорит Алику какому-то отводи ребят и так далее, ну, уговаривает. В конце концов, уговорить он ему не получилось, и у них произошел бой, и этот Алик и вместе с его группой были уничтожены. Но им это очень нравится, показывать вот этот момент, как чеченец просит. Они не понимают, что они тем самым показывают, что мы хотели мира, мы не хотели войны, мы никакие не головорезы. Мы у себя на земле, в своей стране, оккупантов просили не воевать с нами. До последнего просили. Делайте это, не делайте, не надо. В любом случае, Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Сам правильно пойми, кто от этого выиграет? Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду, так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как... Российская власть, лояльные ей СМИ, но местные жители блокировали колонны федеральных войск. Кто виноват, что случилась война? И вот смотрите, что сейчас скажут. Оба виноваты. Российская власть и лояльные ей СМИ многое сделали, чтобы убедить граждан, что в войне виновата Чечня. Создавали образ опасного криминального региона. После того, как Чеченская республика объявила свою независимость в 91-м, она действительно сильно криминализировалась. Но вообще-то в войне виноваты обе стороны, он говорит. Смотрите, очень сильно криминализировалась. Говорит. Конечно же, она криминализировалась, потому что по всей России, это уже известный факт, есть свидетельские показания разных участников тех событий. Когда по всей России собирались лица кавказской внешности, и не только кавказской, по всем тюрьмам, по всей России собирались бандиты и отправлялись их в Чечню. К ним прибивались, присоединялись, приобщались 1-2 чеченоговорящих, и они вместе там наводили
просто криминальную обстановку. С этой с криминогенными этими элементами велась борьба. Она велась успешно, но сил у Чеченской Республики, которая строила свое развитие, не хватало, да, на все, чтобы навести порядок, когда не хватало все просто, да, еще тяжелая экономическая ситуация после развала старой модели экономики и переход на новой, когда люди еще не знают, как себя вести, и поступление в бюджет налогов просто минимально или отсутствует вовсе. Обе стороны. Дудаев виноват в том, что не смог навести в небольшой республике порядок. Вот о чем я и говорю. Они со всей России собирают всех бандитов, преступников, закидывают к нам, и потом говорят: Джохар, ты не смог. Ты как это? Ты что это? Ты что, не справился с этими диверсантами, с этими бандитами? О, ты в этом виноват, Джохар. С 91 по 94 вооруженные бандиты нападали на товарные поезда. На товарные поезда, я напомню, «Новая газета», которая прекрасно без меня это знает, нападали братья Ямадаевы из Гудермеса, которые захватывали эти поезда, грабили эти поезда. И нападение на поездов происходило следующим образом. Поезда разгружались на границе Чеченской Республики, грабилось все, то есть официально все выгружалось с этого, неофициально грабилось, и поезд запускался. И на этом поезде как будто огромное количество чего-то там ценного очень везется. Подъезжают братья Ямадаевы, забирают кое-что из этого поезда, нужно создать, что отгружают, загружают, там где-то постреляют и уезжают. И вот эта «Новая газета», которая сама, кстати, писала об этих нападениях на эти поезда, рассказывает нам, что теперь это делали преступные элементы, с которыми не мог справиться Джохар Дудаев. Разворовывали колхозы и захватывали заложников ради выкупа. При помощи врезок в трубопровод, который тянется от Баку до Новороссийска, бандиты воровали нефть. Из Чечни... Кража нефти и заложников — это уже началось после Первой русско-чеченской войны. Тогда же, перед началом Первой русско-чеченской войны, этого всего не было. И это тоже искажение фактов. Абсолютнейшее, наглейшее искажение фактов. В Чечни бежали русские. Они рассказывали, что к ним в квартиры врывались их соседи-чеченцы с автоматами и заставляли уехать. Ужас, просто ужас. А некоторых убивали. Ельцин виноват в том, что не пошел на переговоры с Дудаевым. Ни в 91-м, когда отделилась Чечня, ни в 94-м, еще до войны, когда дудаевцы приезжали в Москву и просили о встрече. Ни в самом начале войны, когда Дудаев заявлял, что готов к переговорам. Наконец, это Ельцин принял решение о начале военной операции. Несмотря на протесты, тогда еще не... И это только наконец. То, что принимается бандой КГБ, ФСБ, ФСК на тот период времени об нападении на независимое суверенное государство, это является у него наконец. Да, наконец. Не потому, что он с Дудаевым сейчас, а вот наконец. Это самое настоящее преступление. Нападение — это ведение, начало развязывания агрессивной войны. Это наконец. Контрольных Госдумы и Совета Федерации. Несмотря на антивоенные митинги его же сторонников и критику либеральных СМИ. Несмотря на сочувствие сепаратистам со стороны Запада, который видел в действиях российского правительства имперскую агрессию. Вот тут правду сказал. Опять ложь сейчас будет. Внимание. Потери были ужасными, и в первую очередь среди мирных жителей. Войдя в Чечню, федеральные войска начали обстреливать чеченские села и Грозный. Стреляли без разбора. Бомбы падали на кварталы, в которых заведомо не было военных объектов. Это не получить зал. А вот на настоящее время все в порядке? На настоящее время не слышу, не слышу, не знаю. Российские войска устраивали страшные зачистки. Во время зачистки села Самашки от боевиков погибло больше 100 мирных жителей. И не так, что... Тоже неправда. На самом деле погибло намного больше, в несколько раз больше людей в Самашках. И эти Самашки были не только в одном населенном пункте. Таких десятки, если не сотни, вот этих случаев, когда они вырезали просто все живое. Чтобы их случайно задело. Озверевшие солдаты вырывались в дома и убивали детей и взрослых.
Российские правозащитники оценивают потери гражданского населения Чечни в 30-40 тысяч человек. Это тоже не соответствует действительности. Первую русско-чеченскую войну чеченский народ потерял, граждане Чеченской республики потеряли 120 тысяч, по некоторым данным 140 тысяч. Во вторую русско-чеченскую войну потери были больше, и их где-то от 140 до 160 тысяч. От 160 до 180 тысяч. В общей сложности за две русско-чеченские войны русскими убито граждан Чеченской республики Ичкерия всех национальностей 300 тысяч. Об этом их же чиновник, губернатор Кадыров Рамзан заявляет, неоднократно об этом заявил, что на моем же канале есть это видео Кадырова, где он заявляет, что 300 тысяч убито граждан Чеченской республики. Гибли в том числе этнические русские, во имя которых Это во многом правда. Ельцин и начал войну. Да. Нет, во имя которых это ложь, которую «Новая газета» иногда пытается замаслить и как-то исказить, опять же, да. В самом начале мы видели, что начиналось для наведения конституционного порядка. Вот есть конституционный порядок, они для того, чтобы этнических русских спасти. Тогда получается, этнические чеченцы, граждане России, они, значит, их спасать не собирались. Нет. Идея была спасти, навести, официально заявлено было наведение конституционного порядка. Да? И поэтому рассуждать, что Ельцин спасал русских, это ложь. Тот, кто был в те дни в Грозном, а я был в те дни в Грозном, никогда в жизни не скажет, что Путин, Ельцин спасал русских. Это наглейшая ложь. Не спасался никто. Не то, что человек, ни одна животное, птичка, ничего не могло спастись от этих бомб и ракет, которыми нас засыпали. Данные о потерях личного состава разнятся. Федеральные силы сообщали о 17 тысячах погибших боевиков. Чеченские источники называли это пропагандой Кремля и сообщали о 2800 погибших. Официально со стороны России в Чечне погибло 5732 бойца. Данные Комитета солдатских матерей другие. Они называют 14 тысяч погибших и пропавших без вести. Цифры, конечно же, очень занижены. В минимум, вот это 14 тысяч, она минимум в 3 раза занижена. Эта цифра. Молодым ребятам-призывникам говорили, что они едут освобождать мирное чеченское население от иностранных наемников. Но освобождать приходилось российских солдат. Пленных в Первую Чеченскую войну спасали всей страной. Договариваться с боевиками в Чечню приезжали матери солдат, правозащитники, депутаты и журналисты. Интересна судьба майора Вячеслава Измайлова, который работал в военкомате. Это тот самый Вячеслав Измайлов, который нам рассказал, что в 1999 году дома в Москве взорвали Басаев и Хаттаб. Это наглый провокатор, который чеченцы принимали в своих домах, которые поверили этому мерзавцу и считали, что этот человек является честным и порядочным офицером. Конечно же, это не так. И Вячеслав Измайлов один из тех людей, который помогал развязывать вторую русско-чеченскую войну. И, конечно же, потом мы, зная теперь уже Вячеслава Измайлова, можем смело утверждать, что и в первую русско-чеченскую войну, в которой он приходил и как бы занимался обменом пленных и так далее, этот человек занимался вражеской подрывной деятельностью против нашего государства. В Подмосковье. Но когда понял, что отправляет на смерть 18-летних пацанов, поехал в Чечню лично вытаскивать пленных. Он писал о войне для нашей газеты. Для подкаст-проекта «Новое продолжение следует» воспоминания Измайлова о войне прочитал Леонид Парфенов. Обязательно послушайте их. Ссылки под этим видео. Чем все закончилось? Все эти люди, погибшие, пропавшие без вести, сгинули буквально ни за что. По итогам войны все вернулось к тому, с чего и началось. В августе 96-го, спустя 1,5 года кровопролитий, боевые действия остановил штурм Грозного чеченскими боевиками. Столица, которую 3 месяца брали федеральные силы, вернулась к боевикам. Тогда генерал Александр Лебедь, секретарь Совета Безопасности и противник Ельцина на президентских выборах,
запретил бомбить Грозный второй раз. Смотрите, эти люди и даже эта новая газета, вот этот молодой человек называют нас боевиками. Боевик, чтобы было понятно, это вооруженный бандит. Сейчас вы видите Аслана Масхадова, начальника генерального штаба Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, и Лебедя, Александра Лебедя, который подписывает Хасавюртовское соглашение о прекращении огня. Так вот, получается, Россия подписывает с боевиками, вооруженными бандитами подписывает договор о мире. И это не смущает новую газету, потому что это был штамп. Нельзя называть чеченцев чеченцами, нельзя называть чеченцев борцами за свободу. Потому что если правильно обозначить терминологию, правильно обозначить ту или иную сторону, то все становится на свои места. Именно поэтому вот этот молодой человек, которому написали вот этот текст, рассказывает, что мы являемся боевиками. На самом деле боевиками, террористами, убийцами являются его страна. И он является соучастником этого, сейчас повторяя их ложь. 31 августа в Хасавюрте Лебедь подписал с начальником главного штаба Ичкерии Асланом Масхадовым соглашение о выводе российских войск. Критики до сих пор называют это соглашение капитуляцией Москвы. После Джохара Дудаева исполнять обязанности президента Ичкерии будет Зелимхан Яндарбиев. Потом президентом выберут Аслана Масхадова, но никто из них так и не сможет создать в Чечне государство и справиться с разрухой. Будущий президент России Владимир Путин пойдет по... Если вы заметили, опять же, чтобы вы понимали, что новая газета является ГБшной просто агит-листовкой, как я и ранее говорил, и всегда напоминаю, нам опять показали Хасавюртовское соглашение, но не показали договор о мире и принципах взаимоотношения от мая 1997 года, подписанный Ельциным и Масхадовым. Вот об этом не говорят, перескакивают сразу уже то, что уже Путин пришел к власти и так далее. Про 97 год. Все, запомните. Вот он для молодежи рассказывает, что такое Чечня, к чему пришли. И вот сейчас никто не вспомнил про этот договор о мире 97 года, межгосударственный договор, а показывают вот это соглашение между начальником штаба, тогда Аслана Масхадова, и Александром Лебедем. И вот вся честность и объективность. А между прочим, договор 1997 года, подписанный Ельциным и Масхадовым, договор о мире и принципах взаимоотношения, является единственным документом, который за многовековую историю наших взаимоотношений России и Чечни, единственный документ, подписанный первыми лицами на таком уровне. Вот делаете вы это, забыть невозможно. Вот случайно забыть невозможно. Можно Хасавюртовское соглашение забыть, потому что Хасавюртовское соглашение это был пролог к договору о мире и принципах взаимоотношений. Забывается вот договор о мире. Стопам Бориса Ельцина и использует Чечню, чтобы набрать очки перед президентскими выборами 2000 года. 7 августа 1999 года начнется Вторая Чеченская война. 7 августа начнется Вторая Чеченская война, как он говорит, да? Не с бомбардировок, когда Путин призывал мочить сортири, и бомбардировок Грозного, окрестностей города Джохара, бывшего Грозного, а вот 7 августа, когда Басаев пошел на спасательную операцию. Тем самым новая газета подчеркивает, что война началась из-за похода Басаева, так называемого похода Басаева в Дагестан. Хотя на самом деле всем известно, что взрывы домов произошли позже, и только после этого уже начались бомбардировки Грозного. Хотя провокации, военные там, эскалация вот этого конфликта, она не прекращалась. Опять же, да, нужно понимать, что вот велась вот такая гибридная работа. Поводом к ней послужат в том числе взрывы домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Согласно официальной версии, эти теракты осуществляли боевики. Но дома могли взорваться и в Рязани. В подвалах домов там тоже обнаружили взрывчатку. По версии новой, мешки с гексогеном туда завезли сотрудники ФСБ в целях учений. Я думаю, что в тот момент где-то процентов 90-95, как сейчас в Америке, поддержало действия президента, направленное на уничтожение банд чеченских. Хотя
Вот что интересно. Интересно то, что до сих пор не доказано, что это чеченцы сделали. После этих событий, начав войну, власть уже не будет выглядеть агрессором в глазах народа. От Москвы будут ждать наведения порядка. Но порядок в Чечне навести так и не получится. Жертвы Первой Чеченской войны не только те, кто погиб в Чечне, но и те, кто вернулся с войны, потому что на войне они стали другими и нормально жить уже не могли. Жертвы этой войны не только мирные жители Чечни, тысячами умиравшие от бомб, но и жители России, которые смотрели на далекую войну по телевизору. Потому что после той войны в ткань российского общества въелась ксенофобия. Унизительное определение «лицо кавказской национальности» надолго вошло в официальную речь. Само слово «Чечня» стало ассоциироваться с беспорядками и терактами. И мы, родившиеся после Первой Чеченской войны, тоже ее жертвы. Мы воспитывались людьми, которые были напуганы конфликтами на Кавказе. И в нас тоже живет ксенофобия. А еще я не знаю, как пойду в армию через год. И как мне верить своему государству? При всем при этом, вот этот человек, конечно же, верить государству еще пытается. Не рассказал о том, что взрывы домов, организованные спецслужбами их же страны, что были задержаны в Рязани, просто он это вкратце сказал, так, между делом. Ну и потом Чечня, ну это же официальная версия. Вот русские, знаете, я не имею в виду тех людей, которые к нам хорошо относятся и которые, с которыми не отказывают нам в тех же правах, которые они сами имеют. Мы никогда не будем с вами, никогда мы не будем гражданами одной страны. Только до тех пор, пока вы силой можете удерживать, вот только до тех пор. Как только эта сила чуть-чуть ослабнет, конечно же, мы обязательно освободимся. И не потому, что мы вас не любим, там, или много на земле есть разных народов, в том числе людоедов, которые нас не волнуют, нас это не касается. Но находясь с вами, у нас нет никаких гарантий. Поэтому мы не любим, это здесь вопрос не стоит. Вы живете отдельно, мы живем отдельно. Вы живете в своей стране и делаете, что хотите. Взрываете своих граждан, взрывайте. Но наших граждан взрывать, убивать мы вам не позволим. Мы будем об этом говорить. Мирно, ненасильственным способом доносить свою правду. Мы юридически сформировали свое государство. Потом фактически силой нашего народа, наших граждан, заплатив неимоверно большую цену за это, мы доказали, что мы имеем такие же права, как любой народ на этой земле, иметь свое государство. Для того, чтобы тот геноцид, который вы творили и в 44-м, и еще во время имама Шамиля, и позже, и раньше, и все эти века, которые вы нам творили, мы не хотим с вами жить. Нам с вами не по пути. Мы цивилизационно разные люди. Мы не хотим иметь. Вот исправитесь вы, тогда мы наладим с вами близкие, дружеские отношения. До тех пор мы никогда не согласимся ни на какие, ни за какие блага иметь вообще какие-либо отношения. Недавно Ахмед Закаев сказал, что мы обречены жить по соседству, там, да, мы и так, нам никуда не деться. Это тоже правда. И мы бы хотели бы жить. И мы добиваемся для свободы, для вас, русских, тоже. Но только с теми, кто нам не отказывает в этом праве, в наших законных правах. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Дай Бог, чтобы никогда больше не было войны ни на нашей земле, ни на каких-либо других землях, а где она есть, как можно быстрее она закончилась. Войну можно одобрить только в том случае, если она ведется для достижения настоящего, честного, искреннего мира, а не под видом достижения этого мира. Остальные войны, любая война, это огромнейшее преступление. Желаю самого хорошего, желаю того, чтобы никогда на земле не стучались войны. Всего самого хорошего, и все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум, адикюэль машуэль. До свидания, спокойной ночи.